Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели дальнобойщика, пытавшегося в неположенном месте перейти оживленную проезжую часть. Здесь опасный участок, и пешеходам здесь не стоит перебегать. Трагедия попала в объектив видеорегистратора. Покажем последствия тарана неуправляемым грузовиком машин на встречной полосе. Сдеваться было уже некуда, я смотрю, я не пойму ничего. Он едет на меня, думаю, как же водитель, он вправо не уходит. А также, сколько стоит бесценный клад. Казанец купил у рабочих на стройке около 200 царских золотых червонцев. Это и не только. Прямо сейчас. Момент наезда на человека в Челнах был зафиксирован видеорегистратором автомобиля. Мужчина в результате погиб на месте. Водитель «Лады» избежать столкновения не мог. Человек стоял прямо на левой полосе оживленной проезжей части и заметался по дороге, увидев несущийся на него автомобиль. Погибший был сам профессиональным водителем и не мог не осознавать опасности. Нафиса Минязова выяснила, что же заставило человека переходить в неположенном месте опасную дорогу. Он долго стоял прямо на дороге, ожидая, когда появится возможность пересечь проезжую часть. Потом пытался увернуться от несущегося на него автомобиля, но тщетно. 47-летний мужчина в результате наезда скончался на месте. Быстро выяснилось, погибший сам профессиональный водитель, дальнобойщик. Шел, скорее всего, в офис, так делают все, признался сотрудник этой же организации и рассказал, почему, попросив не показывать лицо и изменить голос. Боится увольнения. Нам нужно остановиться, отметиться, сходить, то есть показать показания спидометра, значит, иду я с режимом, без режима. Неудобство в том, что переходим вот эту дорогу, вот и все. А почему нельзя развернуться? Ну, потому что, во-первых, это будет перепробег, а если перепробег, то есть за перепробег считывают с водителя. Практически рядом надземный пешеходный переход, но идти туда лень и долго, время деньги, а светофор есть только на одной стороне проезжей части, поэтому ее мужчина пересек без проблем. Поток машин на противоположной стороне шел без остановок. Я как водитель могу сказать, да, то, что здесь опасный участок, и пешеходам здесь не стоит перебегать. Интенсивные движения, есть везде переходы, вон, пожалуйста. Избежать наезда на человека водитель «Лады» уже не мог. Сейчас следователи будут устанавливать степень его вины в произошедшем. Нафиса Минязова, Валерия Новожилова, Фанис Ихсанов, «Вызов 112». Девушка-водитель Kia Rio сбила велосипедиста на пересечении улиц Ершова и Искра. Молодой человек повредил ногу. Иномарка только начинала свое движение, и, как уверяет автоледи, правила она не нарушала. О чем говорили участники аварии и что выяснили автоинспекторы, расскажет Алия Хайруддинова. После наезда на место происшествия вызвали бригаду медиков. Их помощь потребовалась 23-летнему велосипедисту. Он получил ушиб левого коленного сустава. Молодому человеку перевязали ногу. От госпитализации же он отказался. Передо мной машина выехала. А вы на зеленой были или на красной? Я? Да. Не на красной. Велосипедист ехал по улице Ершова. Kia Rio в этот момент стояла на перекрестке со стороны улицы Искра. В тот момент, когда он проезжал перекресток, автоледи нажала на педаль газа. Через мгновение она сшибла молодого человека, и он рухнул на асфальт. Зеленый выехала она. Впрочем, инспекторы установили, что автоледи выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Алия Хайруддинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Сообщение о лежащем человеке на дороге-дублере улицы Залесная поступило днем на единый номер экстренных служб 112. Пожилой мужчина лежал на краю проезжей части. Прибывшим на место медикам пришлось констатировать смерть пенсионера. По предварительной версии, мужчине стало плохо, и он упал на дорогу. Как установили прибывшие на место автоинспекторы, наезда, как многим казалось, не было. Неуправляемый грузовик снес сразу 3 иномарки поздним вечером на улице Тетцевская. Причем в этот момент в кабине большегруза не было водителя. Грузовик буксировали на жесткой сцепке. В какой-то момент она оборвалась, и неуправляемый автомобиль по инерции выехал на встречную полосу, снося все на своем пути. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Я увидел зеркало, то есть он за мной ровно все вырубил и пошел. Отцеп буксируемого грузовика стал для всех полной неожиданностью. Неуправляемый многотонник по инерции оказался на полосе встречного движения и двигался прямо на ничего не подозревающих автомобилистов. Первым, что в кабине грузовика никого нет и сворачивать он никуда не будет, понял водитель Рено Дастер. В последний момент он успел попытаться увернуться от неизбежного удара, и грузовик зацепил иномарку лишь по касательной. Куда меньше повезло Форду Куга. У иномарки была повреждена вся левая часть, и ее водитель избежал серьезных травм, отделавшись только ссадинами. Я успел увернуться только справа. И то не до конца, потому что у меня световой столб
помешал. Но если бы не помешал, с другой стороны, может, он меня опрокинул бы. Вы уже в последний момент начали уворачиваться. Да, потому что деваться было уже некуда. Я смотрю, я не пойму ничего. Он едет на меня, думаю, как же водитель, он вправо не уходит. Я его спрашиваю, а что ж ты вправо не ушел? Он говорит, а я тянул прицеп, сцепка оборвалась. Следующим в череде столкновения оказалась «Шкода Октавия». Автоинспекторам ее водитель рассказал свое видение произошедшего. Я вижу, что там творится, что КамАЗ сшибает машину. Я дал по тормозам. Я смотрю, он уходит туда налево, я думаю, там водитель за рулем, я по тормозам дал, и вот у меня боком все видно. После «Шкоды» грузовик задел столб и едва не свалился в кювет. По какой причине отцепился грузовик, предстоит выяснить его хозяину. Причиненный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 45 тысяч заявлений за полгода, 1300 преступлений расследованы, из которых 97 убийств. О домашнем насилии в Татарстане говорили сегодня полицейские. Бывают случаи, приводящие в шок и бывалых оперативников. Подобный произошел 3 июля в Казани. Неоднократно судимый мужчина дома зарезал свою полуторагодовалую дочь. Многие бытовые преступления, по данным полиции, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка призывают не оставлять домашних хулиганов без наказания и призывают в случаях проявления агрессии обращаться в полицию. В противном случае безнаказанность может привести к тяжким последствиям. Обращаясь к гражданам, хочу сказать, что надо подумать о детях. В конечном итоге, я же вам уже вначале говорил, если что-то произойдет, вот потом для них будет хуже. Потому что одного родителя уже нет, другой сидит, и когда выйдет, и выйдет ли вообще, значит, из тюрьмы, непонятно. И что дальше будет с детьми, это большой вопрос. Значительную помощь полицейским по профилактике правонарушений оказывают добровольные народные дружины. Сейчас в Татарстане функционирует порядка 1500 подобных организаций. С начала этого года они помогли раскрыть 110 преступлений и выявить больше 7000 административных правонарушений. 183 царских золотых червонца с изображением Николая II от 1889 года купил 50-летний мужчина у рабочих, раскапывающих котлован на улице Чистопольская в Казани. Сокровища, рассказали, нашли на месте будущего дома. Он не поверил им на слово, проверил монету у ювелира. Тот подтвердил, что она из золота. За бесценный клад, как позже сказал сотрудникам полиции, он отдал 150 тысяч рублей. И только спустя время убедился, что эти монеты действительно не имеют цены, то есть не стоит практически ничего. За задержанием кладоискателя наблюдал Айрат Назипов. Чтобы подсчитать точное количество монет, следственно-оперативной группе понадобилось около часа. Они были везде, начиная с багажника автомобиля, заканчивая карманами задержанных. Всего полицейские насчитали несколько сотен монет. То, что это подделка, было ясно всем. Однако поначалу задержанные якобы не понимали, за что их задержали, а о подделке монет ничего не знали. А монета не настоящая, что ли? Нет, это сувенир. Что? Сувенир. В салоне иномарки на момент остановки находились 3 человека. Один из них рассказал, что в Казани они проездом, якобы везли сувениры в Самару. Но из-за поломки автомобиля им пришлось остаться в столице республики, после чего их задержали. Совсем другая версия была у стражи порядка. Оперативники установили, что 2 задержанных причастны к преступлению, которое было совершено несколько дней назад на улице Чистопольская. По версии правоохранителя, переодевшись в рабочие униформы, предполагаемые злоумышленники подошли к прохожему со словами, что нашли клад, хотели бы его продать, но не знает как и кому. Они пояснили, что во время проведения раскопки котлована обнаружили большое количество монет и хотели бы их продать. Вместе с заявителем они пошли к ювелиру, которому предъявили всего 1 монету. Осмотрев денежный знак, специалист подтвердил, что он сделан из драгоценного металла. Узнав это, потерпевший согласился выкупить все остальные 183 золотых червонца у незнакомцев и заплатил за них 150 тысяч рублей. Вскоре мужчина понял, что купил подделки и обратился в полицию. Оперативникам удалось установить марку автомобиля торговцев. Спустя время Toyota Camry с московскими номерами задержали на проспекте Ямашева. После обыска автомобиля и изъятия монет всех 3 доставили в отдел полиции. Там они вспомнили, где взяли эти монеты. Какие монеты? Откуда вы эти монеты взяли? Они никакой ценности не представляют, эти монеты. Представляют 30 рублей. 2 задержанных потерпевший опознал. Ими оказались 26-летний уроженец Астраханской области и 30-летний житель Калмыкии. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А вы не признаете свою вину? Вскоре задержанным изберут меру пресечения. Полицейские предполагают, что жертвами подобного обмана могли стать и другие казанцы. Всех, кто пострадал от действий задержанных, полицейские просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.